Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема такая: сектор приз. У судьбы для вас подарок. Давайте узнаем, какой. Если вам интересно узнать, что за подарок вам приготовила судьба, загадайте, пожалуйста, на себя. Назовите имя, дату рождения, обратитесь к высшим силам и спросите, каких подарков ждать от судьбы. Я думаю, вы все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть Так, эту отсыпочку, скорее всего, посмотрит много людей. И здесь нам очень много подарков зашифровали. Давайте начнем по порядку. Здесь женское счастье. Здесь женщина устала ждать. Женщина вот прям разочарованная смотрит меня и говорит: ну как так, да? Вроде мужчина есть, но от него, как, извините, от козла молока. Ни решить ничего не может, ни сделать, ни какой-то конкретики мне дать. Приходит, уходит. Вроде как любит, но что-то его смущает. Здесь мужчина наконец-таки решится. Здесь мужчина идет к вам, за вами идет, будет делать предложение, будет действительно вести себя как муж, как защитник, как добытчик, как любящий и заботящийся о вас человек. А у кого-то из девочек отыграется, что муж за голову возьмется. Такой, знаете, гулящий муж. Это не обязательно, что он там по бабам ходил. Возможно, что он пропадал там с друзьями, с какими-то своими интересами. Может быть, даже и с бутылкой пропадал. Здесь человек полностью меняет свою жизнь. У мужчины идет перерождение, перезагрузка. То есть мужчина говорит: все, хватит жизнь свою прожигать. У меня есть жена, любимая женщина. Мне нужно строить семью. Мне нужно строить будущее для себя, для нее, для наших детей, для наших будущих детей. Здесь от мужчины просто какой-то рок изобилия пойдет действий, активности, будет себя проявлять, будете смотреть, щипать себя и говорить: боже, я, наверное, сплю. Так, мужчина, вы кто такой? Куда вы дели моего прежнего? Подмена произошла. Очень, кстати, счастливое время. Прям тьфу-тьфу-тьфу, девочки, но вы этого дождались, вы достойны. Наступит в вашей жизни. Смотрите, мои хорошие, вот сразу хочу сказать, для тех женщин, у кого муж был непутевый, вам очень желательно поменять локацию. Вот поддержите это его желание менять что-то в своей жизни. Если нет возможности уехать в другой город, хотя бы в другой район переедьте. Вот, надо его вырывать из этого болота, да, потому что эти дружки, либо там, может быть, бабы, да, кто там у него был, у них руки длинные, они постоянно будут тянуться. Просто надо поддержать, и нужно еще с вашей стороны, да, вот, совершить какое-то действие. Для девушек, кто хотел замуж, кто ждал от мужчины, что наконец-таки он там решится, созреет, мои хорошие, вот ни в коем случае не говорите, что ой, а мне надо подумать, ой, а мы там не готовы, ой, хочу там шикарную свадьбу. Если предлагает, сразу соглашайтесь. И соглашайтесь на то, что он предлагает. Если нет денег на шикарную свадьбу, просто распишитесь. Свадьбу потом сыграете. Вот. Очень важно вам идти к нему навстречу, чтобы не спугнуть вот это счастье, вот этот его порыв и его желание наконец-таки что-то делать. Так, мои хорошие, дальше идем. Здесь у кого-то в семье ребеночек появится. Может быть, у вас были проблемы, может быть, вы очень сильно хотели именно конкретно от этого мужчины родить ребеночка. Будет, мои хорошие. Причем, тут ребеночек в любви, понимаете? Тут от большой любви ребеночек появляется. Кому-то будет неожиданностью. То есть вы, может быть, и не хотели бы особо прям именно сейчас, да, а он возьмет и появится. То есть наступит беременность. Мои хорошие, тут ребеночек не просто так идет. Этот ребеночек, он
укрепляет семью, и он как вестник добрых, хороших перемен в вашей жизни. Вот с этой беременностью ваша жизнь поменяется, и жизнь вашего мужчины поменяется. Очень много благостных событий будет происходить и с вами, и вокруг вас. И это все, это ребеночек, ваш будущий ребеночек, да, который у вас там в животике зародится. Очень прекрасное состояние. И смотрите, берегите себя и позволяйте мужчине, прям позволяйте, да, о вас заботиться. Не отказывайтесь от его заботы. Может быть, она иногда будет дурацкой, либо чрезмерной, но пусть лучше так. Не отгоняйте его от себя, и не надо вот ничего страшного, а мне можно, а ничего там со мной не случится. Вот этого ни в коем случае делать нельзя. Дальше, мои хорошие, кому-то идет просто какое-то мега везение, связанное с деньгами. Сразу хочу сказать, кто-то выиграет в лотерею, либо в каком-то розыгрыше поучаствует, и очень так конкретный приз такой прям дорогостоящий получит. Кто-то из вас устроится на просто работу вашей мечты, а кто-то наконец-таки бизнесом займется. Причем бизнес как почему-то на ровном месте. Может быть, вы чем-то занимаетесь, может быть, вы что-то делаете, но вы не пытались это монетизировать. Не было предпосылок, вы даже об этом совсем не думали. А тут прям пойдет. Допустим, да, вот пример вам приведу. Вы любите вязать. Вяжете там крючком, спицами. Я, кстати, сама люблю крючком вязать. Вяжете. И вяжете для себя, там, для знакомых, там, дарите, возможно, да, там, свои изделия. И вот придут к вам люди и скажут: ой, а мы вот хотим, чтобы вы нам за деньги связали. А вы скажете: ой, а я никогда не делала. Попробуйте, вам понравится. А потом вы подумаете: ага, если людям это надо, значит, я буду заниматься на продажу. Может быть, я там найму еще мастериц, может быть, я какую-то технику, оборудование, может, я не только буду вязать, но еще какие-то ручные изделия создавать. Понимаете, вот у вас пойдет бизнес на ровном месте. Для тех, кто найдет работу, это работа мечты. Работа, где вы можете отдыхать, вы можете добиваться, себя проявлять, получать достойную зарплату и еще и жить своей личной жизнью. Не 24/7 пахать, как папа Карло, за копейки, а действительно работать и жить. Вот. Замечательное предложение, и вы сразу за него так прям схватитесь. Но это как действительно в лотерею выиграть. Вот такая работа идет. Так, вот еще хочу сказать по поводу конкурсов. У кого-то может быть конкурс. Может быть, вы хотите в нем участвовать. Может быть, ваш близкий человек хотел бы участвовать. А может быть, вы случайно попадете на какой-то конкурс. И выигрыш, идет выигрыш. Либо первое призовое место, либо, может быть, тоже какой-то грант вы получите. Вот что-то вам идет. Вот как вас выбирают. Среди других людей вас выбирают и говорят: вот именно ты. Вот ты нам больше всего нравишься. Вот ты молодец. Вот тебе мы и присуждаем там премию, либо приз, либо какое-то вот как почетное звание. Очень интересно, кстати, будет. Дальше, мои хорошие. Здесь подарок вот связан с решением какой-то проблемы. Не могу сказать, в чем проблема, но эта проблема, она просто вас угнетает. Проблема бесконечная, как будто бы решения нет. Вы уже и так, и сяк, что вы только не делали. Проблема не решается. Проблема откуда-то извне идет на вас. Извне. Кто-то создает, либо что-то вам это создает. И вы уже с ног сбились. Кто-то уже просто рукой махнул и говорит: будь как будет. Нет у меня сил, нет у меня уже ресурса, чтобы как-то с этим бороться. Смотрите. Здесь вам будет дано либо знание, либо знающий человек. Здесь кто-то, либо что-то вам открывает дверь на решение этой проблемы, этого вопроса. И причем решение какое-то совершенно незаурядное, какое-то очень простое, с минимальными какими-то действиями, с вашей, допустим, стороны. Вы будете просто в шоке. То есть вы уже там подготовились, что все, вас с этой проблемой будут связывать долгие годы, мучительные годы жизни. А тут на тебе все решится. Вот как рукой снимет. Да? Как бабушка пошептала, и все исчезло. Вот у вас такая ситуация произойдет. То, что вам голову проедает, скоро от вас просто сойдет, как с гуся вода. Сойдет и все, как будто бы и не было.
Так, для вас это действительно подарок, потому что ну, тут прямо жизнь испорченная. Вот такое ощущение, что нет ни счастья, ни радости. Вот все время эта проблема как долбит. Она уйдет. Дальше, мои хорошие. У кого-то идет очень крупная покупка. Похоже либо на автомобиль, либо, может быть, даже на недвижимость какую-то. Только вот меня кое-что смущает. Может быть, у кого-то будет именно как покупка, наконец-таки, да, вот повезет, вы сможете купить, приобрести, вот давно хотели, мечтали, и причем очень выгодно вы как-то будете приобретать. Это прям действительно как подарок идет. А у кого-то отыграется, что это подарок, то есть вам могут подарить либо автомобиль, либо какую-то недвижимость, может быть даже наследство, вот как наследство вам перейдет. И еще один случай, ну это как точечно идет, но я все равно о нем скажу. Здесь вам за кого-то, но это опять же похоже на наследство, но это не совсем наследство. Наследство немножко по-другому выглядит. За кого-то вам, либо за что-то, больше, ну вот за кого-то за что-то, давайте так, вам как будто бы какую-то большую сумму денег платят. То есть вот может что-то было изъято, либо кто-то что-то там сделал, либо не сделал, либо с ним что-то сделали. И вам, именно вам дают деньги. Причем очень большую сумму. Для вас ничего не меняется, то есть в вашей жизни вы ничем не жертвуете, вы... Но вот когда живете, ничего не знаете. Тут к вам звонок в дверь, вам говорят, вот произошел такой-то случай, и вам положена вот такая вот компенсация. Вы стоите, думаете, ну ничего себе, бывает же такое. Да, вот идет именно как сумма. Но кому-то, девочки, наследство идет. Наследство, причем тут либо имущество, либо автомобиль. Очень, кстати, и неплохо. Именно для женщины идет как наследство. Так, идем дальше. Здесь мне показали очень такие интересные отношения, когда делят человека. Вы с кем-то делите человека. Какая-то бесконечная драка, дележка. Вы победите. Причем, ну, тут, во-первых, судьбой заложено, чтобы вы победили. И второй момент. Здесь тот, с кем вы боретесь, как себя дискредитирует, либо человек как откажется от борьбы. То есть какое-то полное глухое разочарование. Человек говорит, ну все, чем я занимаюсь, Господи, что я делаю? Я отступаю, вообще отказываюсь от всего, и человек просто как самоликвидируется. Вы-то настроены и дальше бороться. Вы, кстати, не видите своей победы. Вам кажется, что вы в позиции проигравшего. А тут, видите, как колесо фортуны вывернет. То есть вам и особо делать ничего не надо. Да? И человек тут просто какое-то поражение сам себе припишет, скажет, ну все, разочаровалась, пойду-ка я куда-нибудь в лес, да? От людей подальше, зализывать свои раны. В общем, такая интересная ситуация. Больше похожа, конечно, на треугольник. Либо треугольник, да, мужчина, две женщины, либо треугольник там, где жена и, например, родительница мужа. Вот какая-то такая ситуация. То есть самоликвидация вашего оппонента. Назовем это так, не врага, да, оппонента. Просто вот одномоментно. Человек говорит, ну все, опускаю руки, хватит. Вот он, белый флаг, я ухожу. Никто меня не трогайте и не останавливайте. Я все равно не вернусь. Очень интересно. Интересно, как это отыграется. Но это событие вот буквально месяца. Девочки, у кого отыграется, не забудьте найти это видео, написать. Мне очень интересно, что это. Так, идем дальше. Здесь какое-то судебное решение. Либо вы ждете это судебное решение, либо оно уже было вынесено. Очень такая травмирующая ситуация. Страшно. Все как будто бы против вас. Ну, здесь либо вы где-то ошиблись очень конкретно, вы это понимаете, либо на вас как навесили вот всех собак, и как козел отпущения вы, получается, да? Все тумаки в вашу сторону полетели. И
вроде как это неизбежно, и вы как бы готовитесь к самому худшему. А может быть, уже произошло самое худшее, то есть какое-то обвинение пошло, может быть, даже суд как постановил вас виновным человеком. Здесь подарок идет в том, что будет пересмотр. Пересмотр, всплывут какие-то данные, какие-то факты, какая-то информация. Какой-то человек вот идет и прям что-то несет, и это очень громко, какие-то документы громко падают, и все такие в шоке, говорят: о, а мы не знали, какие-то новые данные, да, и вот заново начинается эта вся возня. Здесь либо оправдание ваше будет полное, вот после дорассмотра или там заново рассмотра этого дела, либо вам даже еще что-то скомпенсируют за понесенные там репутационные потери, может быть, за то, что время потратили, либо что-то вот было на вас, да, какие-то блоки, ограничения. Однозначно, то, что сейчас кажется черным и мрачным, перевернется для вас вот именно даром, подарком, и это можно будет пощупать. То есть, ну, понятно, если компенсацию заплатят, то денежки их можно пощупать. Очень, кстати, интересно. Так, здесь у меня крыша вышла, прекрасная крыша. Но крыша — это всегда про домик. Домик, жилище, ваше жилище, может быть, отыгрывается продолжение того, что вы будете получать, либо покупать. А кто-то, может быть, будет переезжать. Какой-то новый прекрасный дом, замечательная крыша, с нее идет дым. Это очень хороший знак того, что дом действительно хороший, квартира хорошая, там вам будет очень комфортно. И вот место само по себе благостное. Очень много хороших событий произойдет именно под этой крышей. У кого-то, наконец-таки, вот крыша отыграется как действительно создание семьи. Либо семья, вот вся семья, разделенная, может быть, семья по разным обстоятельствам, как будто бы соберется опять под одной крышей. Очень такое хорошее, доброе событие. Это не только персонально для вас, но и для всех остальных членов семьи. Кстати, вот еще момент. Для женщин, у кого детки взрослые, живут где-то далеко от вас, скорее всего, детки вас к себе будут звать. К себе будут звать под свою крышу и говорить: ну вот, мамочка, папочка, да, либо там родители вместе, переезжайте, мы хотим там вас досматривать, вам помогать, хотим, чтобы вы нам помогали, там с внуками, правнуками вместе находились. Прям такое благостное. Вот ангелочек тут летает, объединяет всю вот семью, вместе объединяет людей. Так, и еще важный момент касается какого-то неприятеля. Здесь какие-то нападки очень плохого человека, будто бы, ну, волк, который приходит и кусает, куски прям вырывает. Ну, может какое-то даже насилие быть, либо человек вот так энергетически опустошает, да, вырывает из вас куски. У этого человека идет наказание, причем наказание не от вас, а от закона. По закону этот человек будет наказан. Это даже не высшие силы. Может быть, не за вас накажут, а может быть и за вас. Но здесь как преследование закона, и этого человека как будто бы, ну, этого волка, да, в клетку садят. В клетку попадет этот человек за нарушение закона. То есть как арест, может быть, даже. То есть вы от этого волка избавитесь, то есть освободитесь. И это действительно будет очень важный для вас подарок, потому что этот волк, он вам, ну, жизнь портил, кровь пил, да, кучу неприятностей и бед в вашу жизнь нес. То есть человек как под арест попадает. Полная блокада идет этого человека, уже к вам не сунется. И вы, вот, пожалуйста, свобода. Свобода, дыши полной грудью, да, живи настоящей жизнью. Очень интересно идет. Так, и еще важный подарок, вот кому-то тоже персонально отыграется. Здесь найдется то, что вы утратили, либо потеряли. Находка, возвращение важных вам вещей. Это не про людей, это про какие-то вещи, предметы, то, что для вас было важно и ценно. То есть то, что было потеряно, утрачено, оно к вам вернется. И вы почему-то так рады этой вещи, либо этому предмету, как надежду потеряли, да, что сможете найти, но вам вернут, найдется, либо вам вернут.
прям как отдают вам. Очень хорошо. Так, ну еще один важный подарок для женщины. Женщина, которая... Вот слезы, душевные слезы, даже физические слезы от одиночества. У женщины слезы. Вот она совсем одна. Может быть, она в браке, может быть, там семья есть, там родственники есть, но она себя чувствует абсолютно одинокой. Вот нет душевного тепла, нет душевной близости. Ну, кому-то из девочек идет суженый, ряженый, вот прям, да, ваш мужчина, который вот за руку берет и в новую жизнь вас ведет. А кому-то идет настоящий друг, либо подруга. То есть человек, с кем можно поговорить, кто может поддержать. Вот тот, кто в беде не бросит и лишнего не спросит. Очень, кстати, классно. Вот вы нуждались, вот тот, в ком вы нуждались, да, нуждались вы в любимом, появится ваш суженый. Нуждались вы в друге, появится друг. Просто я здесь по этому рисунку не могу вам четко сказать конкретно, да. Плюс вы все разные. Вот идет и так, и так. Кому-то так отыграется, кому-то по-другому. Так что, мои хорошие, то, что у вас будет родная душа рядом, это 100%. Даже и не сомневайтесь. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.